Я всего лишь хочу найти справедливость. Я хочу, чтобы другие люди, другие родители не похоронили своих сыновей. Чтобы другие дети не погибали, не убивали других детей. Чтобы других детей не похищали, не питали. Я всего лишь хочу справедливости в этой жизни, чтобы остаться захват. Вы знаете, вы можете у любого селения спросить, они, мои сыновья, не только нам, их не достают не только нам, но всей селе. Они увидят кого-то, что-то тащат старше них. Бегом они шли, этому человеку помогали. Кому воду, кому что помогали они. В общем, всей селе они помогали. Хорошие ребята были. Таких ребят, короче, там в селе, наверное, сейчас нету, как они. Людям помогали, старшим. Даже спросили, что делать там, туда-сюда. Это наби вообще такой был. Хоть маленький, такой был он. Шустрый тоже. Людям спросили, кому он не помогали там в селе, никого нету. Даже спросили, есть что хоть делать там, вот так. Когда салам алейкум, он когда подходил, есть что там помогать, туда-сюда, даже спросили. Хорошие ребята были. Ну, хоть свои, они мне разницы тоже не было. Детей, как что двоюродные братья были, они моим детям тоже хорошие ребята были. Ну, они молодые ребята были, только вот недавно бывшие подростки, будем говорить, да, 17 и 18 лет. Практически еще дети. Каждый день на глазах. Каждый день на глазах, да. Их постоянно видели. Очень доброжелательные, добродушные. Ну, если Наби, он был немножко пошустрее, как-то там какой-то более такой предпринимательный, деятельный. Гасан Гусейн вообще, вот ему палец в рот сунь, он его не укусит, что называется, да, будет улыбаться. Настолько прям... Началось все с убийства федерального судьи из села Асап. Это село находится в Шамильском районе, так же, как и наше село Гуор-Хиндах. Федерального судьи Убайдуллы Магомедова. По нашим предположениям, он был убит по политическим мотивам. Исходя из того, что этот судья осудил мать одного из боевиков, которые осуществляли свою деятельность здесь, в Шамильском районе. Здесь у нас были известны две группы, по 2 человека. Это братья Мирзоева и группа Амиров Магомедов. Так вот, значит, мать
одного из либо Магомедова, либо Амирова, я точно не скажу, была, ну, наверное, поймана, да, или как по-другому. У нее был найден пояс шахида. Ну, вы знаете, наверное, да, имеете представление о том, что это такое. Вот. И с этим эту женщину привели к этому судье, ну и, соответственно, конечно, он, исходя из своего положения, из своего статуса, должен был принять какое-то решение, и он осудил ее, ну, было уголовное дело, судя по всему, он вынес решение об осуждении этой женщины на определенный срок уголовный. Вот. После этого судья был убит. Значит, мы предполагаем, что убийство это было совершено по заказу, с тем, чтобы списать это убийство на сына этой женщины. Вот. Но потом что-то не склеилось. Случилось следующее. Опять же, по нашей информации, это всего лишь наша рабочая версия, которая располагает нас к тому, что убийство братьев Гасан Гусейновых было умышленным. Сын этой женщины являлся либо сын, либо его, значит, товарищ, либо вот Магомедов или Амиров. К одному из них перешла касса боевиков. В этой кассе, по разным оценкам, было, значит, до 300 миллионов рублей. Соответственно, эта касса где-то была спрятана в горах. И надо думать, что, исходя из логики, надо исходить из того, что силовики были прямо заинтересованы в том, чтобы боевики в итоге вывели их на этот схрон, чтобы изъять эту кассу. Ну, там, как оно дальше будет, наверное, каждый должен догадываться, да, что с этой кассой дальше происходило. А дело-то надо закрывать по убийству. Вот в связи с этим начальник полиции Алиев, бывший начальник полиции Шамильского РОВД, начал производить некую деятельность по этим обстоятельствам. Сначала он закрыл, будем говорить, задержал, я уж не помню, как звали этого парня, ну, парень был с бородой, ехал куда-то на заработки, его сняли с автобуса, насколько мне известно, начали пытать, добиваясь от него, чтобы он взял на себя убийство этого судьи. Но вслед за этим случилось так, что в этот процесс расследования вмешался сын судьи Убайдуллы Магомедова, Курбан. Надо отметить, что он является оперативным работником. Соответственно, при этом, при всем, он хотел найти истинных убийц своего отца. И, ознакомившись с делом, он пришел к выводу, что все шито белыми нитками, не соответствует действительности, то, что этот человек причастен к убийству его отца. И он развалил это дело. Ну, остается только догадываться, как могли развиваться события, значит, в дальнейшем. После этого произошло убийство братьев Гасан Гусейновых. Мы предполагаем, что Алиеву, как инициатору этого убийства, а мы считаем его инициатором этого убийства, ну, во всяком случае, на нем лежала задача найти тех, кто будет, на ком будет лежать ответственность за убийство судьи Убайдуллы Магомедова. Он занялся поиском таких жертв, будем говорить. Выбор пал на братьев Гасан Гусейновых. Ну, посудите сами, вот, да, бедная семья, родители оба инвалиды, отец на заработках находится в Нальчике, Тухум небольшой, село маленькое. Ну, наверное, Алиев для себя решил, что особого шума
или чего-то из ряда вон выходящего не будет. Думал по-быстрому обтяпать это дело, как это обычно у нас практикуется в Дагестане. Жамбулат, а почему оперативнику не искать настоящих убийц? Зачем подставлять детей? Если исходить из того, что это было заказным убийством, а надо отметить, что на тот момент судья Убайдулла Магомедов был лидером партии «Народ против коррупции». Эта партия набирала большие обороты, и остается только предполагать, что, как и в Махачкале, в коридорах власти, так и в Москве были сильно обеспокоены тем, что эти люди из этой партии придут к власти, будут оказывать влияние на ход событий, развивающихся в Дагестане. И, соответственно, как говорится, могут выйти из-под контроля Москвы. Ему нужно было, получается, просто закрыть дело. Ему нужно было закрыть дело по убийству. Только и всего, да. Ты говоришь, семья это не случайно была выбрана. Ну, неслучайность заключается в том, что, как я сказал, семья небогатая, село маленькое, родственников, ну, не так много, как это в Дагестане бывает, да, или, скажем так, нету влиятельных родственников. Нету спины. Да, ну да, Никто вот, не да. заступится. Говоря мавитоном, да, нету спины. Собственно, вот именно это и, как говорится, повлияло на выбор Алиева. При этом мы с большей вероятностью уверены, что Алиев для выяснения этой информации пользовался, как говорится, информацией, которую ему предоставил один из наших односельчан, бывший работник полиции по имени Хаджи Мурат. Вот. На допросе, когда мы его вызывали при очной ставке, глядя в глаза Муртазали, он сказал, что он не делал того, что мы ему предъявляли. В частности, он прятался за машиной, он случайно вышел на Муртазали, который со своей женой и еще с двумя родственниками находился в прокуратуре. И они там случайно встретились по пути. Поначалу этот Хаджи Мурат, он спрятался за машиной, не желая, как говорится, того, чтобы его здесь заметили. Но потом, поняв, что его обнаружили, он вышел и, соответственно, подошел, поздоровался вроде как. А почему он спрятался? Почему не желал? Спрятался, потому что чувствовал за собой вину. Потому что мы уверены, что именно он, как говорится, и предоставил такую информацию Алиеву. Вы знаете, 22 августа вечером мне позвонил мой младший сын Наби и сказал: папа, Гоорская корова болеет, что нам делать? Я ему сказал: сообщи хозяевам, Гоорская, значит, из 3 сел, Гоор, Кахиб, Хиндах, они держали коровы там. Я ему сказал: Наби, сначала сообщи хозяевам коровы, что корова болеет. Пусть они придут на пастбище. Если корова будет умирать до их прихода, значит, надо резать. 23 числа это было, тот день, 23 августа. Я каждый день 3 раза им звонил. Потом я 12 позвонил, что же 12 дня позвонил, что же пришли ли хозяева. Они сказали: да, папа, они пришли, мы порезали, сейчас обделываем корову. Потом вечером, под вечер, где-то часов 8, я им позвонил, как прошло у них это. На что сын сказал мне: да, папа, мы обделали все, пришли хозяева, мясо им отдали, они унесли мясо. И они попросили у меня разрешение пойти домой за едой. Я на что сказал: Наби,
там тогда шла вот эта эпидемия, болезнь коровы, скота, я им сказал, один идите, один оставайтесь на пастбище. На что они попросили оба мне, сыновья, папа, можно мы вдвоем пойдем и мы возьмем кушать и оба же ведь ночью же вернемся на пастбище. На что я дал согласие пойти вдвоем. И при этом разговоре он сказал, приходил не участковый, он сказал, приходил Гамзатов Шамиль. Это работник полиции. Он Гоорским сказал, что является, кто пришел мясо брать. Он сказал им, что он участковый, но это ранее он сказал им, он не был участковым, он был всего лишь водитель полиции. Я Наби спросил, зачем он приходил туда. Он, говорит, сказал какую-то за барашку, говорил, я, говорит, ему сказал, папа, барашки на верхнем пастбище находятся. Он, говорит, так и туда не пошел, говорит, с моего телефона звонил куда-то, моему брату Салиму позвонил, потом куда-то еще позвонил он, и, ну, я тоже не дал этому значения, ну, приходил, я же не думал, что моим сыновьям, и мои сыновья не думали, что их ждут, чтобы расстрелять. В день убийства, где-то в час дня, либо, может быть, чуть позже, на пастбище к пастухам приходил сотрудник полиции. При этом следует отметить, что туда посылали не одного сотрудника. Такое предложение Алиевым, бывшим начальником, было сделано и другому сотруднику, но тот отказался. Отказался туда идти, сказал, я плохо знаю эти места, в общем, решил не ходить. Туда согласился идти Гамзатов Шамиль. Я не утверждаю, что Гамзатов Шамиль мог предполагать, чем это все закончится. Ему была поставлена задача выяснить, что да как. Он исходил из этих соображений, но при всем при этом он попал на пастбище. Здесь его видели люди, когда он приходил в село, он прошел через село в сторону пастбища. Есть свидетели, которые с ним разговаривали, когда он находился в селе. Значит, пришел на пастбище, спрашивал у детей, потом в телефонном разговоре, пока они еще были живы, это выяснилось, спрашивал у детей, когда они собираются идти обратно, звонил с их номера с их телефона. Ну, можно предположить, что звонок был совершен для пеллинга, чтобы, как говорится, установить слежку за этим номером. Технически это сейчас очень легко осуществляется. В общем, они после моих разговоров позвонили маме, сказали, мама, мы идем домой, пожалуйста, мама, пожар рыбу и лепешки сделай. Мы очень голодные, очень устали сегодня. И на этом разговор закончили они, и мама стала жарить рыбу, сделала лепешки, а сыновья не пришли в эту ночь. Рано утром она, когда пошла выгонять корову, здесь уже стояла ОМОНи в этой площадке. И выгнала она корову, она троюродному брату моему сказала, он ходил туда на пастбище, он за овцами смотрел. Он ходил, жена сказала ему, Исрапиль, ночью должны были прийти сыновья, они не пришли. Посмотри, пожалуйста, почему они не пришли, узнай.
Моя очередь была пасти овец. Утром я где-то в 6 часов было. Там, когда встретила мать этих ребят, она мне сказала, тоже не пришли, говорит. Там они звонили, где-то вот это место дошли, мне говорит. Священное место вот этот, и там сзади тоже есть еще одно. Вообще, и их не было, говорит. Утром там ребята здесь в селах говорят, там стрельба, туда-сюда слышали. Ночью тоже. Короче, прямо шел я. Ну, дом как было. Короче, ну, где же они, ребята, что случилось? В селе услышали выстрелы. Если я сейчас не ошибаюсь, это была автоматная очередь, возможно, даже не одна. Ну, в горах эхо разносит сильно выстрелы, поэтому сложно определить, стреляли из одного ствола или из нескольких сразу. Но факт, что слышали, значит, автоматные очереди, а потом через какое-то время прозвучали одиночные выстрелы. Да, при этом многие подумали, что выстрелы связаны со свадьбой, которая проходит в Горе. А уже потом, позже, когда в село въехал ОМОН, они приехали на нескольких военных грузовиках, там Нива была с ними, там еще какой-то автомобиль. Тогда уже, как говорится, стали возникать вопросы, что да как, с чем это связано. При этом сельчане обнаружили, ну уже под утро обнаружили в мечети, в местной сельской мечети, четырех полицейских, которые там ночевали. Но они были не из нашего села. После этого мать, значит, Гасан Гусейна и Наби стала набирать их номер, но номер уже не отвечал. При этом, значит, их двоюродные братья, которые находились здесь в селе, также звонили. Установлено точное время, когда это произошло. Это произошло в 21:35, 23 августа 2016 года. Значит, когда вот Гасан Гусейн или Магомед, двоюродные братья Наби и Гасан Гусейна, звонили им на номер, в один момент кто-то, значит, ответил на вызов, правда, было молчание. Ничего, значит, на том конце никто ничего не говорил, просто было понятно, что, значит, вызов принят. После нескольких секунд вызов был отключен, и с тех пор телефон уже был не в сети. Видимо, значит, те, кто причастны к этому убийству, отключили телефон. Материалы по этому делу, по расследованию пропажи телефона, выделялись в отдельное производство, но результата так или иначе никакого не было. То есть телефон не найден. Как дальше развивались события? Мать, обеспокоенная тем, что сыновья не отзываются. Бывало так, что пропадала связь, да, и, возможно, исходя из этого, она подумала, что не может до них дозвониться. Ну, конечно, тревога какая-то внутренняя была, наверное, у нее. Да? Утром, часов в 6 утра, она, значит, выгоняла корову за реку и встретила там пастуха по имени Исрапил. Он тоже является родственником Муртазали, троюродным братом. Как дошел сюда, здесь лужа крови такой большой. Тогда тоже я их не заметил, которые здесь они лежали. И потом здесь то фонарика, там запчасти, детали от фонарей. Ну, я же знаю, что которые у них было, я же да, там с ними тоже живу. Только потом я их заметил вот там. Здесь вот так, это от вещмешка, ремни, оторванные. Потом я взял, пошел вниз, спустился туда. Вообще, для этого я их поднял, оба, вот этот младший Наби, он вся крови, лицо было, я сперва его не узнал, потом другого, этого старшего поднял, Асаусен, с автоматами, короче, куртки одеты, с капюшоном на голову тоже. С капюшоном был, одного капюшоном был куртка, второго не было, без капюшона была эта куртка тоже. Потом я позвонил этому дяде, вот, Муртазали, младшему брату, позвонил я, вот так, короче, сюда приходи, говорит. Но я сперва не мог ему вот так убить, а не туда сказать тоже. Я не мог ему
Он тоже пришел. Потом эти поднялись оттуда, снизу. Вот эти патраде пришли, эти шамильские работники. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Что к чему? Пока они не дошли сюда, этот брат Муртаза Али младший, он уже здесь был. Мы вдвоем были здесь. Никакое оцепление не было, никого не... Не, никого не нашел здесь. Я посмотрел вокруг тоже, хоть кто есть, может там где-то есть, нет. Никого не было здесь. Потом поднялись они. Пока они не поднялись, уже это его брат Муртаза Али младший брат здесь был со мной. Потом поднялись, спросили, короче, что, кто будет отвечать за них. Мы ничего не знаем, сказали. Здесь, вот на этом месте застрелили их. Короче, упор за этим камень большой, который оттуда, и еще вот сверху. Оттуда тоже, где гильзы нашли. Отсюда стреляли. Ну, с двух сторон, короче, застрелили их. Они лежали лицом вниз. На спинах у них были автоматы. На них были одеты куртки, соответственно, которые, сразу же отмечу, им не принадлежали. Ни мать, ни отец эти куртки не опознали. То есть этих курток у них в обиходе не было. Он приподнял сначала, попытался посмотреть, заглянуть в лицо одному, значит, не узнал его, потому что лицо было залито кровью. Потом приподнял второго и понял, что это Гасан Гусейн. Ну и тогда он понял, что это вот Наби и Гасан Гусейн, братья Гасан Гусейн. Она мне звонит где-то 7 час утра, она мне звонит: Муртаза Али, я не знаю, что случилось, ночью сыновья не пришли домой. И к нам домой пришли наши родственники и начали уборку делать. Она уже рыдала. Потом я ее успокоил по телефону. Я говорю: хорошо, я приеду сегодня. И сразу же позвонил моему младшему брату Магомеду. Магомед не поднял трубку. Потом я позвонил в Зияту. Зият поднял трубку и сказал: Наби ранен. Приезжай, он сказал Зият. Потом я обратно брату позвонил. Он тоже сказал мне: Наби ранен. Я ему сказал: Магомед, ты же мой брат. Есть у меня хоть один сын. Остался у меня. На что он сказал: приезжай, и все, отключил трубку. Оказывается, в тот момент они находились на месте происшествия, где были расстреляны оба мои сыновья. И тут же я зарыдал. В Нальчике я тогда находился. И начал собраться. Сразу такси вызвал, и мы выехали оттуда. По официальному сообщению полиции им поступил звонок, там по разным оценкам. Кто-то утверждает, что это было время 21:30, кто-то утверждает, что это было 22 часа, кто-то утверждает, что это было 11 часов ночи, да, 23 часа. Сведения очень сильно разнятся. Вот. И, ну, вроде как начальник полиции, на тот момент исполняющий обязанности начальника полиции Алиев, собрал оперативную бригаду,
Значит, и здесь по окрестностям на развилках расставил пикеты, ну, посты, да, посты, грубо говоря, и кого-то отправил в село. И, ну, то есть, другими словами, значит, следует отметить, что им стало известно о том, что ночью произошло некое боестолкновение. Значит, здесь же хочу отметить, что в дальнейшем, впоследствии, Алиев написал сводку и, проще говоря, заставил начальника оперативной службы Ибишева написать официальный рапорт, который был подан в дежурную часть МВД, о том, что в местности Хордабак, так называется это место, где убили ребят, значит, братья Гасан Гусейновы в ответ на требование предъявить документы открыли огонь по сотрудникам полиции и ответным огнем были убиты. Значит, в своих показаниях, которые он давал следователю, он пишет, что ему подобную информацию дал начальник значит, Гиргебельского ЦП, ну, районного ЦП Сурла Исаев. Когда допрашивали Исаева, Исаев, значит, сказал, что ему сообщил информацию об этом дежурный в СОК-5. СОК-5 – это соединенная огневая группа. Туда входят ОМОНовцы, значит, ЦП, работники полиции, спецслужбы, ФСБ, разный контингент может быть. Это сборный отряд на какое-то время собирается, значит, при том, что, да, еще в своей сводке он указал, что проводилась КТО, контртеррористическая операция. То есть все вроде как было завизировано официально и тому подобное. Потом в дальнейшем, больше чем через год, прокуратура нам написала письмо о том, что, значит, никакая контроперация не проводилась, и никаких сотрудников полиции, не полиции вообще, сотрудников правоохранительных органов там не было. Но мы как минимум, значит, наблюдали, свидетели, по крайней мере, меня-то там не было на месте, наблюдали как минимум 2 подразделения. Это сотрудники Шамильского ОМВД, отдела полиции, и сотрудники ЦП, которые выделялись черной одеждой, балаклавами, да, вот это вот маски с прорезями. Они у них свернуты, там, в виде шапочек были одеты, но было понятно, что это именно вот эти маски. Возвращаемся к событиям с убийством. Магомед позвонил в село, и тут же, значит, туда стали собираться люди из окрестных сел на место убийства. В итоге там было около 200 человек на месте убийства. Но свидетели утверждают, что следователь приехал где-то в 12 часов. Сам следователь при допросе, когда мы его допрашивали в Следственном комитете, утверждает, что, значит, он прибыл на место в 7 утра. Ну, с этим еще предстоит разобраться. Так или иначе, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по статье 317. Статья 317 несет в себе следующее содержание. Значит, это покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. И, соответственно, дело было возбуждено в отношении братьев Гасан Гусейновых. Поначалу они в материале указывались как неустановленные лица, а потом где-то через неделю, значит, уже имена были озвучены. А Алиев в своей сводке сразу написал братья Гасан Гусейновы, указал. Значит, он, при этом, да, вот что необходимо еще отметить. Когда спрашивали у Исаева, у работника ЦП, откуда у него эта информация, он, значит, сказал, что ему позвонил какой-то сотрудник, имя которого он не помнит и имя которого по сей день не установлено. Следствие, видимо, не озадачивается тем, чтобы установить это дело. Ну, скорее всего, это сотрудник ФСБ или что-нибудь такое, засекреченный. И они делают все возможное, чтобы, как говорится, это имя не всплыло. Видимо, так. Ну, во всяком случае, данных по этому человеку никаких мы не имеем. Но при этом должен сказать, что Исаев, по его словам, сообщил Алиеву несколько иную информацию. Он ему сказал, что, значит, недалеко от села Гор-Хиндах произошло боестолкновение. Он не указывал, между кем присутствуют, участвовали в этом
какие-то силовые структуры, представители правоохранительных органов, либо это разборки какие-то между боевиками. То есть информация была вот такая вот, как я вам сейчас ее выложил. Да? При этом Алиев указывает, что значит, в боестолкновении участвовали братья Гасан Гусейновы. Ну, в общем, возложил полностью ответственность фактически на них в своей сводке. И тем самым фактически оказал давление на следствие, да, будем говорить, да, предрасположил следствие следователя к тому, чтобы он завел дело по статье 317. Расстрелял моих сыновей 8 и 11 пуль. Расстрелял их, они одели на них куртки, не принадлежащие им, и убитых детей убили еще раз. За 10 часов расстреляли моих сыновей, сделали боевиками-террористами. А за 4 года власть и закон не могут найти убийц детей. Вот так они мучили нас год и 3 месяца, что ваши сыновья боевики, террористы. Через год и 3 месяца нам удалось снять с них это клеймо боевиков и террористов. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Один пуль одному младшему сыну. 8 пуль старшему. Вот посмотрите, мои сыновья. Разве похожи они на боевиков? Вот здесь Белый дом. Я пришел к Белому дому услышать меня. Почему я должен куда-то идти? Мы находимся в селе Гор-Хиндах Шамильского района Дагестана, где 3 дня назад были убиты 2 молодых человека 17-19 лет, Наби и Гасан Гусейновы. Среди вас, наверное, нет никого, у кого нет детей. Они шли вечером на пастбище, потом их связь с ними прекратилась, а потом их нашли просто мертвыми, на шее были повешены автоматы, и были у них надеты на ногах берцы, какие-то военные куртки. Все люди говорят, что они невиновны и были убиты абсолютно просто
Ни за что. Нам пришлось помучиться, так как полиция не отдавала нам тела детей, как бы мы не просили начальника полиции. Мусором всяким обзывали. У меня такое уважение было, я это оскорблением считала. А теперь я не верю ни одному случаю, чтобы милиционеры убили ваххабитов. Нету такого, наверное, случая. Все, наверное, вот так подстраивают. Все подстраивают вот так. Убивают невинных детей и вот так подстраивают. Вот 19 лет и 17 лет мальчики, кроме вот растущей палки, в руках ничего не держали. А как могли, помогали больным инвалидам, родителям, ну там ни света нету. Вы знаете, я очень благодарен нашим людям, потому что у них не пошло так, потому что люди знали, какие были мои сыновья. Они, мужчины, закрыли туннель в Шамильском районе, чтобы не выехать, не заехать не могли. А женщине, я очень благодарен нашим женщинам. Я до конца своей жизни буду благодарен им, что они ворвались туда, полицейский участок, они силой взяли трупы, забрали от них. И ни один человек вам не скажет плохое об этих детях. Мой брат, когда сказал начальнику полиции, вы люди или кто, вы август месяц, жара, дайте хотя бы похоронить земле, отдать детей, дайте трупы. Он сказал, кого? Лично на своей машине я отвезу их в Махачкалу. Тогда это услышали женщины, женщины ворвались в эту гараж ихний, и они забрали тела. Когда они забирали тела, по району шли полицейские, били руки, и, чтобы отбирать трупы, носилки. Но никто не собирался им вернуть трупы. И начальник полиции вот так стал, машина стала впереди, и над головами женщин начал стрелять. Он думал, хотя бы так запугает их, но женщины потом с туннеля мужчины тоже подошли, подхватили носилки и забрали тела. Начальник полиции кричал, вы отсюда несете, там на мосту ОМОН стоит, ОМОН вас вернет. Но ОМОН, они не стали ничего делать, они плакали, эти ОМОНы, это не наша работа, они заварили кашу сами, зачем нас вызвали сюда. Они хотели ОМОНовцами прикрыться? Прикрыться. 2 часа ночью заехало село Хиндах ОМОН. Моих сыновей расстреляли 21:35. Они для прикрытия их вызвали. А что было бы, если бы тела детей увезли бы в Махачкалу? Если тела увезли бы в Махачкалу, до сих пор у меня, во-первых, не было бы могил ребят, куда я могу идти. И их сделали бы точно боевиками-террористами. Я не мог бы им... И чтобы получить даже тела, нам пришлось бы отдавать по миллиону. Это самый минимум по миллиону, чтобы хотя бы тело получить. Это в Дагестане счетчик, ставки? Сколько стоит? Да, вот такие ставки. Среди тех, кто там находился, люди не хотели отдавать тела.
поначалу вообще не хотели отдавать тела, хотели, как говорится, забрать их и сразу готовить к похоронам, омыть тела и это самое. Ну, тут, значит, работники полиции объяснили, что необходимо произвести какие-то следственные действия, что вот в поликлинике произведут необходимые экспертизы. Ну, мы же как котята слепые были, ну и в том числе те, кто там присутствовали. Ни сном, ни духом, как говорится, никогда не были знакомы с подобными явлениями и не знали, как себя держать, да, и что при этом предпринимать, и как это может вообще, что из этого может выйти. Значит, полицейские объяснили, что надо тела отвезти в районный центр, там их осмотрят и потом отдадут обратно. И люди даже, когда, значит, переносили тела к машинам через ущелье на другую сторону горы. Джамбулат, извини, что перебиваю, к этому вернемся. А почему отдадут? Они же их обвиняли в терроризме там несколько часов назад. Нет, на тот момент обвинения еще никакого не было, еще ничего не было известно. Ну, было очевидно, что на них автоматы, да, и люди сразу предположили, что автоматы им подкинули. Никто никогда, как говорится, у них не видел другого оружия, кроме ножей, которые они с собой носили. Ну, ножи им нужны для того, чтобы, если заболеет корова или что, чтобы зарезать ее до того, как она сдохнет. Чтобы выпустить из нее кровь, это по исламу, как говорится, традиционно воспринимается. Вот. Значит, тела перевезли в районный центр. Тут вышел начальник полиции Алиев, значит, и потребовал, чтобы Магомед покинул, он, значит, дежурному или дневальному, кто у них там, почему на территории посторонние. Магомед обращается к Алиеву и говорит: послушайте, солнце скоро сядет, мы хотим до захода их похоронить, если можно побыстрее сделайте то, что вы хотите. Мы хотим быстрее, как говорится, то, что нам необходимо сделать, похоронить трупы до захода солнца. Ну, в исламе так принято. Вот. На что Алиев ответил: лично я на своей машине отвезу их в Махачкалу, и трупы вы у меня не получите. И когда об этом стало известно, значит, среди тех, а здесь уже собралась довольно внушительная толпа около ворот этого полицейского участка, собрались в основном женщины. Почему? Потому что у тоннеля на въезде в районный центр, в село Хебда, который соединен развязкой, значит, одна дорога ведет через мост в сторону 3 наших сел, Гор, Кахиб и Хиндах, Гор-Хиндах. Другая дорога ведет непосредственно в районный центр, ну и дальше там в Тлярату, в другой район. Так вот, здесь собралась масса народу, очень много машин, они перекрыли вот этот весь участок, чтобы невозможно было ни проехать ни туда, ни сюда, никуда. Все было перекрыто. И здесь же на мосту остановилась колонна вот этих ОМОНовцев, которые ночью были в селе. Они не могли выехать, потому что выезд был заблокирован. То есть никуда никто не мог проехать. Здесь собрались мужчины. Мужчины стояли здесь, именно на этом пятаке. Ну, возмущенные, соответственно, конечно. Ну... А там еще ОМОН был вызван, который... Да. Это тоже потом... Ну вот ОМОН, как раз тот самый ОМОН, который приехал в село, в Гор-Хиндах, сюда к нам в 2 часа ночи, он потом возвращался, видимо, обратно в свое расположение. Они пытались выехать, и дорога была здесь перекрыта местными жителями. Я должен сказать, что ОМОНовцы, к ним абсолютно никаких претензий. Эти люди буквально чуть ли не плакали, да, если подобное можно сказать. Они клялись в том, что они абсолютно никоим образом не причастны к этому убийству. Их подставили. Их, да, фактически подставили, да, просто хотели перевести стрелки на них, что типа, вот опять русские, да, здесь что-то как-то, да. Когда среди женщин стало известно о том, что тела не собираются отдавать, они просто снесли эти ворота. Они их раскачали и раскрыли. Раскрыли, вошли туда, вытащили тела из автомобилей и понесли их в сторону тоннеля. В этот момент, значит, кто-то позвонил мужчинам у тоннеля, и оттуда пошли навстречу.
когда это происходило, начальник полиции находился в администрации, разговаривал с нашими старейшинами из села. Они обсуждали дальнейшие действия, как поступить, что делать. Он их убеждал, что тела необходимо отвезти на экспертизу, на вскрытие в Махачкалу. Я должен сказать, что если бы тела забрали бы в Махачкалу, эти дети остались бы террористами. И родители бы их не получили, либо получили бы за огромные деньги, как это до сих пор делалось в других семьях. Нам известно много, очень много подобных случаев. Вообще должен сказать, что за эти 4 года, которые прошли, ко мне обращалось очень много людей, которых коснулась подобная беда. Я столько всего наслышался, я в ужасе от того, что происходит в Дагестане. Это просто чудовищно. Это вы знаете, сатана разгулялся просто. Это надо быть таким чудовищем, такими нелюдями, чтобы делать подобное. Люди на крови делают себе деньги и идут кормить своих детей. Это конченые люди. Мне их жаль, этих людей. Честное слово, искренне жаль, потому что рано или поздно, как говорится, они сами это поймут. Это рано или поздно произойдет. И мне жаль, что сейчас им закрыто это понимание того, что они творят. Я говорю, можно понять человека, работника полиции, когда происходят какие-то действия, да, когда нет времени на раздумье, когда либо в тебя стреляют, либо ты должен ответить, да, у тебя нет времени раздумывать, ты защищаешь свою жизнь буквально и можешь кого-то убить, да, но когда это делается умышленно, целенаправленно, уничтожают молодежь в Дагестане, я отказываюсь это понимать. А делается это, как говорится, сознательно. И этому есть масса случаев. Я сейчас приводить эти случаи, говорить даже об этом не хочу. Просто так много подобного, что даже, как говорится, сейчас все это озвучивать, это займет очень много времени. Да, к воротам. Понесли к воротам. Значит, в этот момент Алиев, который находился в администрации, разговаривал со старейшинами, со старшинами, со старейшинами. Значит, получив эту информацию, начал предпринимать какие-то действия, собрал какую-то группу из работников полиции и попытался преградить путь этой колонне, которая двигалась в сторону тоннеля с носилками на руках. Они попытались отнять. Ну, я должен сказать еще такое отметить. Значит, если бы эти ребята действительно имели хотя бы запах какой-то от терроризма, имели бы, да, хотя бы какое-то, я не знаю, близкое, ну, предрасположенность какую-то к этому имели бы, да, эти работники полиции в жизни бы не отдали бы эти трупы. А они, каждый из них, кто находился в этом отделе, он понимал, что это невиновные ребята, что они абсолютно никоим образом, они же жители этих мест. Все, кто работает в полиции. Поэтому никто не стал, как говорится, оказывать яростного сопротивления, когда женщины забирали эти тела. Но кто-то вверх стрелял в потолок. Стрелял Алиев. Он выехал на своем бобике, значит, выскочил с автоматом и начал стрелять над головами, пытаясь таким образом напугать, как говорится, тех, кто шел. Ну, кто-то из сотрудников делал вид, что, значит, отбирает носилки, да, но никто им носилки не отдал, ну и они были в меньшинстве, и несмотря на то, что там в основном были женщины, ну, было еще несколько мужчин, включая вот Магомеда, еще нескольких жителей нашего села. В общем, у них ничего не вышло, носилки донесли до тоннеля, и через какое-то время на машине отправили в село. Я уже даже не касаюсь того, как они везли сюда. Они хотели закинуть, значит, трупы на вот, знаете, как у этих бобиков сзади бывает место, где перевозят задержанных, да, там вот эти вот деревянные скамьи. Они хотели туда их вот так вот посадить и, там, я не знаю, как они, или просто бросить туда хотели их, или что, я не знаю. То есть даже здесь не было какой-то человечности проявлено, ну, когда уже настояли односельчане, это было сделано. Если вот эти все частности сейчас озвучивать, нам не хватит и 3 часов, чтобы это все рассказать, потому что очень много событий набралось за этот период. Дальнейшие действия, дальнейшие события.
После того, как трупы увезли, начальник полиции влез на один из автомобилей и во всеуслышание объявил, что попросил, значит, сельчан не хоронить трупы до тех пор, пока не приедет экспертиза, не произведет, значит, свои необходимые действия. Значит, должен сказать, что был произведен внешний осмотр трупов. Ну, тела не были омыты, они также были в крови. Я считаю, что экспертиза тоже во многом была произведена не так, как следует. Не экспертиза, а внешний осмотр. Экспертизой в данном случае, наверное, надо считать уже осмотр со вскрытием, да, с точной установкой того, что находится в телах и тому подобное. Ну, я не специалист в этих вопросах, да, я дилетант, насколько наслышан об этом, так и рассуждаю. Вот. Здесь же при внешнем осмотре выяснилось, что повреждения на куртках, которые им не принадлежали, гораздо меньше, чем повреждения на футболках и на телах. Поначалу эту информацию никто не оценивал, как это сказать, она вот просто висела, что называется. Потом мы начали просто складывать эти пазлы и пришли к выводу, исходя из того, что, значит, после автоматных очередей прозвучали одиночные выстрелы, мы пришли к выводу, да, и у нас есть свидетели, которые видели, значит, действия фонариков, при этом связанные со звуками автоматной стрельбы. Мы пришли к выводу, что, значит, тела переодели, и потом уже непосредственно в трупы стреляли еще раз для того, чтобы на куртках остались следы от пуль. То есть, ну, повреждения и тому подобное. Вот. Теперь я хочу ознакомить всех, кто будет смотреть этот материал, с тем, какова наша версия того, что произошло там во время убийства. Эта версия родилась, исходя из того материала, который мы собрали и сложили воедино. Ну, как я сказал уже, что к убийству судьи причастны спецслужбы. Мы предполагаем, это наша версия, предполагаем, что судью убили спецслужбы, пытались списать это на боевиков. При этом, значит, эти боевики, они же бегают по горам и так или иначе где-то пересекаются с чабанами, с пастухами, с ними какое-то общение имеют. Так вот, до нас как говорится, дошла информация, что этот один из боевиков буквально чуть ли не клялся, что он абсолютно не причастен к этому убийству, что судью они не трогали. Он не имеет к этому никакого, ни он, ни его напарник. А ему не было бы смысла врать, он бы сказал, да, я это сделал. Да, да, если бы он это сделал бы, если бы он имел бы к этому отношение, он, наверное, бы так и сказал, да? Ну, ему терять, в принципе, нечего. Да, я отмечу, что это непроверенная информация, да, но, тем не менее, не вижу смысла этому не доверять. Я не выдаю, как говорится, свою версию за конечную инстанцию, за, как говорится, за стопроцентное утверждение, но, тем не менее, эта версия имеет место быть. И многое к этому косвенно имеет подтверждение. Многое эту версию подтверждает. Да, должен еще отметить, что как раз на момент убийства в село возвращались два наших односельчанина. И их остановил вот этот вот наряд на развилке. К ним подошел полицейский, угрожая пистолетом, потребовал выйти из машины. При этом орал, значит, на водителя: выключи фары, выключи фары. А надо сказать, что там, где их остановили, я ходил на это место, смотрел. Значит, там автомобиль разворачивается по серпантину и светит ровно на то место, где произошло убийство, через ущелье. То есть там все как на ладони освещено, может быть. Во всяком случае, все будет светло, и если кто-то снимает это, он все бы это заснял. Почему он требовал это? Подобное, как говорится. Это во сколько было? Это было в 9:30, примерно в 9:30. Вот за несколько минут до убийства. Значит, и там же находился начальник полиции Алиев.
именно вот здесь же в этот момент находился начальник полиции. А тот, кто угрожал ему пистолетом, был его личный водитель. Кто угрожал водителю, нашему односельчанину, был водителем Алиева, работником полиции. Так, ну, значит, вернемся к нашей версии. Я считаю, что, значит, мы считаем, точнее, что Алиев выбрал жертвами братьев Гасан Гусейновых, выяснил информацию, точно установил время, когда они придут. При этом здесь в окрестностях уже находились ФСБшники, которые, значит, в засадах сидели и, ну, должны были производить наблюдение за передвижениями боевиков. Скорее всего, эта информация о том, что им навстречу идут боевики к месту засады на дороге, была передана, значит, тем, кто находился в засаде. ФСБшники отработали, убили братьев Гасан Гусейновых. Потом, подойдя, значит, к трупам и убедившись, что никакие это не боевики, а почти что дети, они, видимо, предъявили ЦПшникам, что вы нам подложили, что называется. Вот заварили эту кашу, теперь сами расхлебываете. Те начали расхлебывать. Переодели трупы, подкинули им берцы, надели за спину автоматы и стали лежать там. Причем их убийство произошло на тропе. Там еще было пятно крови. А трупы лицом вниз лежали уже ниже по ложбине. И никто эти трупы, соответственно, конечно, не охранял. Ну как это так? Ну это же очевидно же, это ну, просто не понимаю. Что в такой форме? Ну вот, ну это в спортивной форме, что они по горам лазят как боевики, что ли? Дети. Вот когда делали экспертизу, которые сняли фотки. Это да, эксперты тоже. Как это можно? Это что такое? Как это в спортивках где дети? Это что такое? Вы знаете, здесь в Дагестане все структуры закона, правоохранительные органы закона все устроили ОПГ. И этим ОПГ управляет министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Подкидывает наркотики, питают людей, оружие подкидывает, похищает детей. Это все делает закон, так называемый закон правоохранительных органов. Кто его может остановить, сместить? Я не знаю, только, наверное, народ. Больше я не знаю, кто до сих пор. Начальник полиции сказал, дальше Дагестана это не видит, потому что здесь замешан сам министр внутренних дел. А он сказал, что пока он на посту министра, это убийство братьев Гасан Гусейновых не раскроется. Он останавливает всех, и Колокольцева того же, и Бастрыкина. Всех он останавливает и не дает ходу, и не делает никакой, не идет объективные расследования. За 10 часов они сделали моих сыновей, я, наверное, повторяюсь, боевиками-террористами, а за 4 года уже прошло. Они не могут найти убийц детей. Я хочу обратиться к тем, кто хоть словом замешан в убийстве убийцев наших сыновей. Вы, наверное, считаете себя потомками имама Шамиля. Вы не потомки имама Шамиля, вы потомки шайтана.
Но если у вас покрывает закон и власть, но есть еще одна закон. Высший закон еще есть. Никто его не отменил. Если власть не может вас найти, я найду вас каждого. Здесь и нету полностью ответственного лица, ответственного за это убийство. Здесь каждый понемногу вложил от себя. Но обвинять ФСБшников в том, что они убили братьев Гасан Гусейновых, как говорится, и делать их виноватыми, я не берусь. Потому что они исполняли приказ, у них был приказ уничтожить боевиков. Им дали информацию, что идут боевики, они это отработали. А дальше они, когда развернули, видели, что это ребенок, они пошли на попятную, то есть... Не то, что на попятную, они, видимо, у них произошла там чуть ли не скандал, чуть ли не ссора с ЦПшниками. Угу. Потому что, ну, ближайшие, кто находится к ФСБшникам в подобных мероприятиях, являются ЦПшники. ЦП – это у нас отдел при Министерстве внутренних дел, расшифровывается как Центр противодействия экстремизму. То есть это отдел, который непосредственно занимается подобными делами. Они находятся выше, чем обычные сотрудники полиции. Но Алиев имел должностные полномочия послать туда ФСБ? Или Нет. они могли только наводку дать? Нет, но я уверен, что Алиев располагал информацией, как это все происходит. И мог выстраивать, как говорится, в связи с этим свои планы. Он не то чтобы дал команду стрелять ФСБшникам, вот он просто знал, что ФСБшники должны свое отработать, как говорится. И дал наводку. Он не давал наводку на братьев Гасан Гусейновых. Как ФСБшники узнали о этих детях? Он дал, значит, через него, напрямую или ФСБшникам, я предполагаю. Да, предполагаю. Значит, либо напрямую, либо через работников ЦП поступила информация, что по тропе двигаются двое боевиков. Еще необходимо отметить следующее. Убийство произошло 23 числа. 22 числа на пастбище пошли трое наших молодых ребят, односельчан. Заболела корова одного из ребят, и они втроем пошли туда, значит, ее подлечить. У нее что-то там с копытом было и тому подобное. Вот. Возвращались они уже затемно. Наверное, часов в 11 возвращались домой. При этом один из них прихрамывал. Вернулись. Значит, дальше уже по событиям произошло убийство. И на утро 24 числа, когда сюда уже к трупам приехала полиция и собрались окрестные жители, значит, один из этих ребят тоже решил пойти на это место. Когда он подошел поближе, его подозвал Насрулла Исаев, начальник ЦП, которого я сейчас озвучивал, и спрашивает у него: тебя-то мы позавчера узнали, 22-го. А где тот третий хромой, который с тобой был? Понимаешь это к чему? То есть, другими словами, что из этого вытекает? Из этого вытекает, что 22 числа уже там была засада, и когда они шли обратно, кто-то из этой засады узнал этих ребят, увидел, что это не братья Гасан Гусейновы, и их не тронули. А после этого, значит, на утро начальник полиции отправляет туда Гамзатова, и Гамзатов точно выясняет, во сколько братья Гасан Гусейновы придут домой, чтобы не произошло ошибки, чтобы случайно кого-то другого не пристрелили. Иначе еще может не по плану пойти. Да, да, может вообще выйти, как говорится, из, что называется, запланированного. А к президенту ты пытался, отец, обратиться нашему российскому? Вы знаете, я к президенту обращался
очень много раз я умолял, просил в своих обращениях президента России. Я написал 13 письмо. 2 человека было у аппарата президента от нас. Но никакой реакции не было. Ты даже пытался встретиться с Колокольцевым, да? Да, я пытался, когда он приехал, пытался пойти площадь на пикет, чтобы хотя бы он увидел меня и обратил внимание на меня, но мне не дали на площадь прийти. Это площадь, когда приезжает кто-то из Москвы, оцепляют, никого туда на площадь не пускают. И меня забрали советский РОВД Махачкалы. И там извинились, что произошло сегодня. Я им сказал, что вы теперь извиняетесь, вы хотели, чтобы я с ним не встретился, вы добились этого. Муртазали, я еще раз вернусь к Владимиру Владимировичу Путину. Ты выходил с ним на связь в прямом контакте? Нет. То есть у тебя не было возможности дозвониться или каким-то другим способом? Нет, не Но как было. ты думаешь, он знает? Неужели до Кремля не доходит, что творится в Дагестане? Конечно знает, конечно знает. Он, конечно, знает. Журналистка задала ему вопрос в прямом эфире. Он сказал: я об этом, честно сказать, не знал, но я возьму это под свой личный контроль. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасан Гусейновых. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны 2 подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас дело уже переквалифицировано, идет разбирательство по статье 105 «Убийство», где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак не поставят. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела об убийстве братьев Магомед Гусейна и Наби, и, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бастрыкину Александру Ивановичу. Он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю вам, что уделю этому необходимое внимание, и у Бастрыкина такое поручение будет. Когда убили этих мальчиков, на 3-й день мы с Сажидом сейчас, значит, главным тренером сборной Дагестана по борьбе, были на соболезнования. Поехали, значит, сюда в Горхендах, к отцу. Как раз на 3-й день Тазията, значит, соболезнование было, и были на месте. Я видел, еще там пятна крови еще были, понимаете, на этом месте. Мне показали эти бушлаты, эти, значит, ржавые автоматы, которые положили. Следователь год не заводил дело. Говорили об этом Васильеву, говорили об этом на СПЧ, всем видным силовикам. Говорили об этом Путину во время встречи с СПЧ. Писали об этом в докладе по Северному Кавказу, а он говорит, что не слышал об этой истории. Это удивительно. Значит, либо царь не настоящий, либо псари его обманывают. Пусть они там у себя разбираются. А Васильев? Вы знаете, когда Васильев пришел, когда это же случилось при Абдуллатипове, Абдуллатипов даже был здесь рядом соседнее село Кахеб, там туберкулезная больница открывалась у нас. И он приехал открыть этой больницы. Он даже не соизволил отсюда сюда 1 километр. Все избегают тебя. Да. Он даже не соизволил прийти соболезнования хотя бы сделать родителям. Интересоваться, что, как. Там Кахебеже моей жене брат, его не пускали, к нему не подпускали Абдуллатипову. Он
вырвался от охраны. Потом, на что Абдулатипов сказал, пусть, что ему надо спросить у меня. Когда жене брат у него спросил, за что убиты братьев Гасан Гусейновы, на что Абдулатипов ответил, это политическое убийство. Где политика, где пастухи? Или что теперь начали политики делать деньги на убийство детей. А когда Василий пришел, вы знаете, мы с женой, мы так надеялись, новый президент, он обратит на это внимание. Мы новая глава, да. Да, новая глава. Мы так надеялись на Васильева и стали на площади, и хотя нас не пускали, я увидел, как кортеж выезжает, и я иду туда с водкой детей, держу, и Фатимат идет со мной, и мне полицейский хотел остановить, я его вот так сделал, я говорю, дай мне человеком встретиться. И ворвался с него, и чуть ли не под колеса мы стали, вот так держали сыновей фотку, он не обратил на нас. Мне кажется, у них не хватает мужества. Ведь для этого надо мужество, посмотреть правде в глаза. У них не хватает мужества. Столько убийства было, столько детей убивали вот так, делали террористами, дети, ничем не повинных детей. Столько было убийства здесь на то время. А когда вот этот случай у них не получилось, не вышло так, как других, и у них не хватило мужества, чтобы нас принять. Этого человека, отца этих детей, никто не сможет понять. Такое пережить и сохранить рассудок, я не знаю, я смог бы это, как говорится, одолеть вот такое, понимаешь, пережить такое. Поэтому я не берусь оценивать его действия вообще, как-то вообще там выносить какое-то свое суждение по тому, что он говорит, либо делает. Я благодарю Создателя за то, что этот человек вообще имеет силы бороться с этим, продолжать борьбу. Да. Но те люди, которые убили, у них вообще ничего нету, даже осколка сердца. Я этих людей, вот есть люди, есть животные, звери, да, дикие звери, а это не люди. Это не люди. Они ниже, чем звери. Это чудовище на двух ногах с погонами на плечах. Это просто не люди. Понимаешь, для меня это нежить. Но я тоже не... Это вот всего лишь там ни души, ничего нету. Нету души. Там вот плоть одна, которая двигается, ну, угодно, как говорится, провидению, да, чтобы это происходило. Я только так, я вообще вот то, что происходит вокруг нас в Дагестане, да, вот связанное с политикой. Кстати, вот я вспомнил, когда бывший глава Дагестана Абдулатипов приезжал сюда на открытие Кахибской больницы, и к нему в этот момент подошел дядя со стороны матери, дядя этих убитых пастухов, Гасан. Он пытался к нему прорваться, его не пускали телохранители, но потом Абдулатипов сделал знак, его пропустили, он подошел к нему и говорит, вот здесь буквально нету 2 километров ниже село, где живут родители убитых пастухов. Не хотите ли вы сами убедиться и разузнать, что да как произошло? Самолично, как говорится, это все выяснить. На что Абдулатипов ему сказал, не хочу, потому что это политическое дело.
Понимаете как? Мы долгое время не могли понять, где пастухи, а где политика. Да? Ну а теперь, вот опять же, складывая, как говорится, все пазлы, политика заключается в убийстве судьи Убайдуллы Магомедова. И они, братья Гасан Гусейновы, подали под эту раздачу, под этот маховик вот этой системы, которая уже давно изжила себя. Они так расстреляли этих детей, и убитых детей расстреляли, убитых убили еще раз. Вот это клеймо навешали моих сыновей, боевиков террористов. И на моих сыновей вешали 3 нераскрывшиеся дела их по Шамильскому району. Это взрывы на вышке, телевышке, и сожжение школы Телетли, и убийство судьи, то есть судьи, федерального судьи Убайдуллы Магомедова. Это 3 вещи вешали моих сыновей. У меня есть на то же время, как их расстреляли, у меня есть письмо от села Телетли, что мои сыновья не сожгли их школу. Есть особо, что мои сыновья они расстреляли, не убивали судью Убайдулли. Муртазаляне, когда полицейские не могут раскрыть какое-то дело, ищут, хотят звание получить или еще что-то, они ищут жертв уже. Они тебя выбрали, мы с ним говорили, они выбрали тебя не случайно, они подумали, ты не сможешь дать ему отпор. Да, да. Именно рассчитывали они на это. Маленький Тухум, да. Крестьянин, живет в селе. Да. Оба больные, инвалиды, да. Да, и не пожалели, и 2 расстреляли сразу. Вы знаете, вот этот 4 месяца на моих детей вешало вот это нераскрывшееся дело. На то время начальник полиции был ИО. Вот расстрелял 2 пастухов, сделал из них, из пастухов боевиков-террористов. Он через месяц пришел утвержденный начальником полиции. Они на жизни других людей получают звание. Это да. Сколько это продолжается уже? Это очень много продолжается. До сих пор сколько детей погибали. Но на этот раз у них остановился этот бизнес. Из-за этого случая? Из этого случая. Потому что все сельчане подтвердили, он не... Да, из этого случая. Им не удалось... Они не ожидали, да? Да, они не ожидали такого, не ожидали они. Им не удалось их увезти в Махачкалу. Если увезли бы, их сделали бы точно боевиками-террористами. Это однозначно сделали бы. Но им не удалось это сделать. Они не поняли, что ты богатый человек, очень богатый. Что выше денег есть еще более серьезное богатство. Что все люди побежали, встали рядом. Вот это они недооценили, они по своим меркам ценили. Прости, что я перебила. Ничего. Вы знаете, я могу сказать, вот это бизнес ихняя, это был бизнес. Расстрелять детей и сделать из них террористов, боевиков. Это бизнес был в правоохранительных органах. Это прекратилось у них. Теперь они что делают? Они похищают детей, питают людей, заставляют взять на себя, что они совершали. Питками заставляют взять на себя. Если даже я могу сказать, что благодаря этому случаю очень, можно сказать, десятки, если не сотни детей спаслось от расстрела, от такой клеймы родителей. Можно сказать, что спаслись. И если
если даже один ребенок спасся, что я борюсь с этим несправедливостью, я очень благодарен Всевышнему Аллаху. И Аллах дает мне силы бороться этим несправедливостью. С помощью, я всегда, когда молюсь, я прошу у него дать силы. С помощью его силы я прошу. Его помощь я прошу. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Это происходило в Махачкале. На собрании создали группу из 12 человек, которые будем, эти 12 человек и адвокат вместе должны были работать, чтобы раскрыть убийство братьев Гасангусейновых. Но власти напугали, кто работает, сказали, или работай с ними, или освободи должность работы. Вот так напугали. Из 12 человек остался только один человек. Я знаю, кого-то даже избили, он вынужден был уехать, нет? Избили, вы знаете, избили. У нас первый адвокат был Саид Ибрагимов, но этот человек, оказывается, он не делал ничего, он только помогал системе, помогал, он не искал убийц детей. Я знаю, что он еще взял у вас деньги и не вернул. Да, деньги. 100 тысяч рублей. Да, деньги взял и не вернул. И мало того, что их не вернул, он не вернул материалы, которые мы собрали, отдали этому человеку, этот материал тоже он не вернул. Кошмар. Потом мы обратились, я как отказался от него, я почувствовал, что он не работает. Я отказался от него и передал это мемориалу, правозащитный центр «Мемориал». Они работали. Я очень благодарен мемориалу. Мемориал очень многое добились. Нас даже не хотели сделать потерпевшими. Мы шли как свидетели. Очень многое сделал мемориал нам. Я очень благодарен им. Власти избили правозащитника мемориала, избили его. Он попал в больницу. После того он уже не мог жить здесь. Он вынужден был семью забрать и уехать из этой страны. Потом они сожгли машину мемориала. Это все полицейские делают? Да. Полицейские сделали. Сожгли машину, пугали адвокатов. Вот так они нашли нам вот это. Есть комитет против пыток, сейчас они с нами работают.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Вот вообще в этих местах, скажем, кто-нибудь ранее скрывался из числа боевиков? Если исходить из тех показаний, которые давали нам сотрудники полиции, в дальнейшем уже в ходе расследования в рамках 105 статьи выяснилось, что здесь на тот период находились секреты, так называемые секреты, то есть места, где прячутся бойцы спецподразделений, сидят в засаде, ведут наблюдения и тому подобное. После закрытия дела в рамках 317 статьи прокуратура нам прислала письмо, где указывалось на то, что никакого спецподразделения не проводилось. То есть одно абсолютно не соответствует другому. Вот эти вот сведения, они на фоне противоречий вот этих выглядят просто абсурдно. Понимаете? И если, как говорится, сложить все вот это воедино, то ни у одного здравомыслящего человека не останется никаких сомнений по поводу того, что здесь произошло. Могли оказать сопротивление, да, вот, чтобы их причину найти, чтобы не арестовать. Такое возможно было? Есть подтверждение, что они выстрелы сделали, скажем так, грубо говоря, гильзы найдены. Вот какое? Значит, нету никаких подтверждений этому не обнаружено. Значит, все экспертизы, которые до этого проводились, они в итоге выводят нас на то, что братья Гасан Гусейновы убиты абсолютно без какой-либо вины. И еще раз заостряю ваше внимание, что наряды полиции, да, вот, посты были расставлены до убийства. И это, несомненно, еще раз, как и остальные факты, которые имеются в этом деле, подтверждает, что убийство было совершено умышленно. И не оставляет в этом нам никаких сомнений. И мы будем отстаивать это и доказывать. Я очень благодарен тем людям, которые помогли мне. Я просил, где место расстреляли моих сыновей, я обратился к людям. Я этим людям очень благодарен, кто помог мне. Собрали сумму, и я смог там построить молебную комнату. Это провести туда водопровод и посадить сад. Я это все сделал. Я очень благодарен вам, дорогие мои. Дай Аллах вам в тысячекратном размере воздаст вам. Дай Аллах вам крепкого здоровья, счастья, удачи вам. Очень благодарен. Я здесь сижу и смотрю сыновей, все, что было. В общем, с сыновьями здесь сижу на телефоне. И с ними разговариваю, и я слышу, как оба дочки поздравляют маму. И я общаюсь с сыновьями, я говорю, тогда говорю, вот дочери пришли поздравить маму. Вы тоже придите как-нибудь, поздравьте маму. Вот так дословно я тебе говорю. Вот так я сказал, и старшая дочка мне через некоторые, буквально минут 5, не знаю, 3, не знаю. И старшая дочка мне говорит, папа,
иди, говорит, сюда, пожалуйста. Что-то есть здесь. И я туда захожу, мама там сидит, перед мамой пришли 2 голуба. Зашли туда. Вот так стали чуть-чуть, а потом вот так круги сделали. И спокойно оттуда вышли и улетели. Вот это 4 года, как прошло. Мы каждый, когда у них день рождения, мы идем к ним на кладбище и поздравляем их. Я говорю с ними. Люди обнимают своих сыновей. Я обнимаю могил своих сыновей. Я всегда их учил справедливости. Не делать того, что не поступать ни с кем, как ты не хотел бы поступать с тобой. Я всегда справедливости учил их. И вот они так боялись, что я умру. Но вы видите, как случилось. Здесь ты же знаешь... Я им еще говорил, когда я умру, посещайте могил. А пришлось мне самому их посещать. Вы знаете, у нас очень много были мечты. Мы хотели дома построить им. Наби говорил, папа, хоть в этом году мы хоть 2 комнаты построим. Я ему на что отвечал, да, конечно, построим. Он так старался, младший, что
у нас же как, сначала старшего надо женить, потом очередь до младшего доходит. Он старался, чтобы старшему поскорее что это делать, и чтобы сам женился, самому строить. И вот так я им построил дом на кладбище, 1 на 2 на 2. Золотой звездой посмертно президент наградил лейтенанта полиции из Дагестана Магомеда Нурбагандова. В июле он был зверски застрелен боевиками, принуждавшими его отказаться от присяги и призвать сослуживцев уйти из органов. Посмертную награду из рук президента получили родители Магомеда Нурбагандова. Владимир Путин встретился с родственниками погибшего от рук боевиков дагестанского лейтенанта Магомеда Нурбагандова. Президент вручил его отцу звезду Героя России. Сегодня же он подписал указ о присвоении звания посмертно. И вот... Здравствуйте. Знаю, что вам сейчас очень тяжело, и не до всяких официальных встреч и разговоров. Вы меня простите, что я вас в такое тяжелое для вас время пригласил сюда. Но очень хотелось пожать вам руку и поблагодарить за сына. Родителей я Нурбагандова не видел, не встречался с ним. Я соболезную этим людям, очень соболезную. Я знаю, что такое смерть сыновей, и они знают этого. Но президент России их принял. Да, сделали его героем, а моих сыновей расстреляли закон. И даже со мной не соизволил ни один человек, не то что президент России, ни один человек, ни один глава Дагестана встретиться. Сепаратизма не осталось как такового. Но люди, привыкшие, значит, в спецслужбах, привыкшие к этой кормушке, к этим дотациям, которые на них сыпались, как манна небесная, да, Москва, надо сказать, что на тот момент дала сверхполномочия дагестанским силовикам. Делайте что угодно, но чтобы, как говорится, этого в Дагестане не было, чтобы вывести сепаратизм, выдавить сепаратизм из Дагестана. И через какое-то время надо сказать, что многие молодые люди, которые придерживались каких-то радикальных взглядов, опять же, необходимо отметить, откуда, как говорится, нашли себе почву эти радикальные взгляды. Они нашли себе ее именно в той несостоятельности экономической, социальной, когда права человека буквально растоптаны, втоптаны в грязь, права человека, гражданина по сравнению с человеком, с советским гражданином. Что сейчас у нас делается в медицине, что у нас сейчас делается в образовании, в социальных условиях, в дотациях и тому подобное. Задачей тех, кто противостоит нам в этом расследовании, да, я не буду сейчас как-то их называть, выставлять, они находятся и в Следственном комитете, и во власти, и в Москве. Их задачей является то, чтобы общественный интерес к этому делу иссяк, чтобы он утух. Но он почему-то никак не хочет иссякать. Понимаешь? Каждый раз народ подтверждает, как говорится, вот, свое возмущение тем, что происходит. Что случилось сегодня, Муртазали? К нам подошел полицейский и сказал: двое старших, зайдите сюда,
вовнутрь. Там вас примут. Здание правительства? Да, здание правительства. Вас примут там. Мы подошли туда, сказали, а вы кто? Я говорю, Гасан Гусейнов. Он зашел туда, нет, говорит, вас никто не принимает. А кто сказал? Это представитель или сотрудник полиции? Сотрудник полиции, да. Какие у вас требования? Требования у нас какие? У нас требования честь, достоинство наших детей, чистые были наши дети, честные, чтобы честные имена восстановить наших сыновей. Сегодня чего вы добивались? Сегодня мы хотим попасть в Василию на прием. А вы согласны пойти на встречу с кем-нибудь другим из представителей правительства? Нет, мы хотим встретиться только с Василием. Сами вынуждают их туда идти. Вот у меня Вот сын из дома инвалид, забрали, который вырос на койке больницы. На койках больницы он вырос. И как же этот человек, оставив все, свои лекарства, которые 5 шагов сам не может самостоятельно ходить, находиться в лесах? Как? Как его дело сфабриковали они? Откуда она взялась? Откуда у них они столько сами бандиты жить и есть детям? террористы они. Начальник полиции сказал, это дальше Дагестана не видит, потому что здесь замешан. Все здесь замешаны в убийстве пастухов. Убивает невинных детей, делает их боевиками. И вот так делает деньги. Им, которые заработаны деньги, мало. Им надо убивать, и чтобы своих кормить, надо других детей убивать. Если надо будет, палатки поставим здесь, будем жить в площади, пока мы это дело не раскроется. Сегодня если 10 человек вышел, завтра 100 человек выйдет сюда. Им житья не дают. Плакатал, Риккиле Духпе. Риккиле Духпе плакатал. Какой толк это стакан? Джамбулат, но люди в своей сущности, многие, не все, но многие лицемеры, они заняты только собой и не хотят рисковать даже малым ради кого-то. Что касается лицемеров... Они говорят, я не могу там, где могут. Видишь ли, дело в том, что подобным людям, которые готовы, что называется, за личную выгоду, за барыши, из меркантильных интересов продать совесть свою, да, и разменять, как говорится, то, что можно считать честью и достоинством человека, да, за мзду определенную, да, за 30 серебряников, грубо говоря. Да. Их не так много, как нам кажется. Но дело в том, что они, в основном, эти люди призваны этой системой, поэтому эта система давно прогнила и уже не имеет права на существование. Эту систему надо всеми возможными способами, законными способами, конечно. Я не предлагаю, значит, брать в руки оружие, да, и революцию устраивать. Законных методов достаточно. Другое дело, что, да, тех, кто пытается действовать законными методами, их тоже устраняют, к сожалению. Но если на то воля Создателя, как говорится, да, значит, так оно и может быть. Значит, путь того, кто ратовал за какое-то благое дело, значит, его путь окончен. Он сделал то, что мог, внес. Я исхожу только из этих соображений. И для меня это самая высокая крыша, которая возможна. Я устал бояться, как говорится, угроз и там каких-то, будем говорить, диверсий в свой адрес. Ты чувствуешь любовь Всевышнего, его тепло? Я далеко не праведник. И многое хотел бы в себе исправить. Порой не нахожу на это сил. И, конечно, лукавый искушает. Но одно я могу сказать точно. То, что те знаки, которые я получаю свыше, они бывают однозначные. Их не надо расшифровывать и там 7 пядей во лбу быть, чтобы, как говорится, понять, для чего тебе тот или иной знак дается. И да, я чувствую поддержку свыше,
Ну, во всяком случае, я понимаю, что такая поддержка есть. И это даже в этом деле выражалось не раз. Не раз происходило такое, когда чудесным образом меня провидение, что называется, спасало от беды. Поэтому я всецело полагаюсь на Создателя, как говорится. Я, повторюсь, я тебе это говорил, я тот барашек, которого пасут и которого ведут по определенному пути. Вот что на меня возложили, я это принимаю как личность. Я принимаю и готов это делать. И буду это делать, пока, как говорится, у меня хватит сил. У тебя нет ощущения, отец, что ты один против всего мира? Или ты все-таки за то, что чувствуешь рядом помощь Всевышнего? Не боишься ли ты, что тебя тоже убьют, расстреляют, повесят что-то? Вы знаете, нет, у меня нету такого страха. Мне первый этот адвокат говорил, куда ты идешь против танка без ножа? Я иду это и против танка, я буду идти до конца моей жизни. Нет, я не боюсь. С помощью Аллаха я найду убийц детей. Я не должен, вы знаете, я не должен сидеть. Всевышний Аллах нам дал все, вот это все создал для нас, для своих рабов создал. Вот этот прекрасный мир, все, вот это деревья, все Он дал нам Всевышний, чтобы мы пользовались. И Всевышний Аллах дал, оставил на земле только добро. Если я оставил бы это убийство моих сыновей, они подумали, он так оставил их, у меня еще есть 2 дочери. Они дальше сделали бы из моих дочерей шахидами, как пояс с шахидами, надели бы на моих дочерей. Или же моего соседа, или другого, любого детей продолжалось бы это делать, расстреливать детей. Но я не хочу больше, чтобы убивали детей, чтобы кто-то пережил это все, что мы пережили. Поэтому я буду бороться за всех детей в мире, чтобы такого, не дай Аллах, не дай Бог, ни с кем, чтобы получилось, что случилось с нами. Не дай Аллах, не дай Бог похоронить своих сыновей ни одному родителю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Мы очень рады, мы очень благодарны Умра Хадж и кто нас отправил, Ахмад Хаджи. Мы очень благодарны. Наши договора были у троюродного брата. У него дом сгорел, ведь все сгорело, а наши договора не сгорелись. Очень благодарен я, кто нас отправил хадж. Дай Аллах здоровья этому человеку. Это дало нам силы. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Машаллах, я когда собрался ехать в Махачкалу, перед чем подъехать в Джума мечеть, у меня было закручение сигареты и табак. Я водителю сказал, остановись здесь, троюродному брату сказал, остановись здесь. Он остановился. Я докурил это, выбросил его
и попросил у Аллаха: «Я Аллах, дай мне сил не курить, чтобы бросить эту сигарету хотя бы на освещенном месте, на освещенном земле». И я этот табак тоже этому троюродному брату отдал. Я говорю: это тоже тебе, этот заключенные тоже со мной были, это тоже тебе говорю. И вы не поверите, я не курил. Вот это во время хаджа я не курил. И даже я не вспоминал об этом. Такие силы нам дало. Мы еще палку взяли, мы думали, мы не сможем только с палками. Но Всевышний нам такую силу дал, мы даже эту палку ни разу не использовали. Я очень благодарен людям, которые помогли нам собрать сумму, тоже поехать. Дай Аллах вам здоровья, всех благ, чтобы я желаю всем людям мира, добро вам. Дай Бог вам здоровья всем. Не дай Аллах, не дай Бог увидеть то, что увидели мы, то, что пережили мы, чтобы никто на этой земле не пережил. У меня есть такое желание провести, я хочу, да, моих сыновей нету, их не вернут. Я хочу провести село, да, это Всевышний Аллах, если поможет мне. Но на нашей пенсии мы это не сможем сделать. Это очень большие затраты. Но нет, это мечта моя. Вот, скажем, мечта моя. Забрать у Гасан Гусейновых, провести воду и сделать дорогу хотя бы с района до сюда дороги, чтобы лучше сделать. Вот эта мечта моя для своих сыновей, ради своих сыновей сделаю. Конечно, мы делаем дуа, кроме родителей, чем больше родителей своим сыновьям дуа, конечно, никто не делает. И я хочу сказать людям: делайте дуа за братьев Гасан Гусейновых. Дай Аллах вам всем здоровья. Не дай Аллах, чтобы никто не видел на земле, никто не похоронил на земле этой своих детей, своих сыновей. Это очень больно. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Джамбулат, совсем недавно я видела, меня расстроило это видео. Оно подавалось двумя кусочками. На первом у тебя разбито лицо, из носа кровь идет. Ты в отделении полиции. А потом, через какой-то, очень много сторонников твоих появилось, кричали: полицейский произвол. Потом, через какое-то время, через сутки где-то, появилась вторая часть видео. Они не сразу появились, они были разделены. Как полицейские показывают и говорят: он провокатор, он сам себе об стол, и ты там себе разбиваешь лицо. Но тогда
Их опять не поддержали, люди кричали: мы знаем вас, вы довели его до отчаяния. Да тут даже не нужно знать чего-либо, потому что само видео, ну, если давай логически подходить, да, что мы видим на этом видео, да? Снимай. Что ты ломаешь? Вот что он творит в кабинете, посмотрите, вот смотрите. Сам себя бьет, вот посмотрите. Вот сам себя бьет. Контролируйте, уважаемый. Успокойтесь, говорю я вам. Вы что делаете, смотрите? Успокойтесь. Контролируйте себя. Вы находитесь в отделе полиции. Да, теперь вы мне так говорите, да? Успокойтесь, да. Ведите себя нормально, вы что делаете? Вы что творите здесь? Вы находитесь в отделе полиции. Я нахожусь в отделе полиции. А вы что вытворяете? Что я творю? Вы устроили форменный беспредел, произвол устроили. Уважаемая группа, только что стало известно, что правозащитника Гасанова Джамбулата сломали нос, переносицу, избили в райотделе. Начальник, по информации, что это был начальник дознания советского РОВД. Сдушил, отбил ему легкие, под их убил и усердствовал, сломали ему нос. Вот такой у нас закон. Сейчас мы отсюда ждем, пока он выйдет, едем в прокуратуру, УСБ, ФСБ, Следственный комитет. Да? Значит, видео начинается с того, что я поднимаюсь с пола, лицо у меня как светофор красное, да, я чуть ли не задыхаюсь, да, как будто марафонский бег пробежал, как сказал один общественник, Хадулаев Шамиль. С чего бы это, понимаешь, да? Да, я поднимаюсь, я даже сейчас на сегодняшний день точно не скажу, либо из ярости, либо от безысходности. Срыв, да, такой эмоциональный. Значит, ударился головой об стол, да, состояние аффекта назови. Нет, этот негодяй повалил меня на пол, он меня сначала схватил за горло, сначала сбил начальник следственного отдела дознания, то есть капитан полиции Арсланбеков Абдусалам Кази Ахмедович. Есть такой у нас персонаж. У меня предстоит с ним еще, как говорится. Я просто еще не все закончил, то, что для меня важнее на сегодняшний момент. Но я не оставлю в покое это дело, как говорится. Я доведу его до разумного завершения, насколько у меня хватит сил. Почему он напал на тебя? Почему ты был задержан? Я прихожу к выводу, что его целью была... И я объясню сейчас, почему такой вывод. Дискредитация тебе? Да, он хотел меня дискредитировать. Он меня провоцировал на то, чтобы я его ударил. Он меня ударил в область солнечного сплетения, сбил мне дыхание, потом схватил за горло. У меня уже ничего не оставалось, как сопротивляться ему, да, я схватил его за руку, как говорится, пытался оторвать его руку, я уже не помню мои действия какие, но факт, что мы с ним начали бороться, наверное, он крепче меня, наверное, он меня свалил на пол, может, сбил меня подсечкой, я уже не помню, как там детали, как-то, но факт, что он оказался надо мной и пытался меня удержать в какой-то, после того, как я... Видя, что, значит, ничего толком предпринять не могу, я начал там все просто, что мне попадается, крушить вокруг. Ударить я понимаю, что ударить я его не могу, слава Создателю, как говорится, эта мысль ко мне пришла. Я ногой пару раз долбанул по этому столу, там с него послетало, что возможно, как говорится. Видимо, его это как-то немножко... Да, до этого я начал громко, во весь голос, зычно призывать: люди, помогите, на все отделение. Я попытался, как говорится, сначала сделать то, что возможно, да, то, что приемлемо в данном случае. Соответственно, конечно, никто не отреагировал. Вот. Но эту программу я выполнил, скажем так. Дальше, видя, что, значит, ничего не меняется, я начал бить ногой по столу. В этот момент он меня отпустил, я начал подниматься. И вот он меня держит за руку, там видно, он держит меня за руку на отдалении, чтобы самому в кадр не попадать. Да? И потом, когда я близко, после того, как я ударился головой об стол, после того, как я подхожу к нему близко, я стал к нему прям вплотную к его лицу. И я по его глазам увидел, что он ждет удара. Он аж вздрагивал при моем движении, да? Он ждал, пока я его ударю. Он на это рассчитывал. И вот именно это бы они бы потом выставили бы. Понимаешь? Да, и по вот эти возгласы «снимай, снимай», он кричит, там этот Арслан Абдусалам. Потом я уже обнаруживаю, что здесь рядом находится еще человек в цивильной одежде, значит, с телефоном в руках снимает. И таким английским голосом: что вы делаете, что вы делаете? Но им никто не поверил.
Ну, как тут поверить? Ну, тут дважды два и сложи. Понимаешь, я же опять же говорю, они тупые. Они просто тупицы, понимаешь? Им не хватает просто образного мышления, чтобы понять и немножко дальше, как говорится, своего носа подумать. Поэтому фактически то, что они выложили в мою защиту. И я уже на основании этого буду строить дальше тот процесс, который я буду двигать. Понимаешь? Здесь любой маломальски здравомыслящий человек, основываясь на логике, придет к этому выводу, что здесь все инсценировано. Что это специально все, как говорится, подстроено. Ну да бог с ним, это, как говорится. Почему ты остался рядом с Муртазали, когда все другие тухом сломали? Мне кажется, Асма, это такой сугубо личный вопрос. Это надо свою жизнь рассказывать. Ну, я сейчас, как говорится, не расположен там ковыряться. Что такое душа? Душа – это я. Ну, а вот это то, что это плоть. Я в этой плоти нахожусь, понимаешь? Она дана мне Создателем на какое-то время. И я думаю только о себе, о том, которое вот то, что мы называем душой. Я знаю, что вот это, я покину вот это плотное тело, как говорится, из него выйду. И потом, исходя из целесообразия, из своей личной выгоды, если хочешь, да? Исходя из этих соображений, я понимаю, что это для меня гораздо важнее, чем... Ты имеешь в виду, что когда предстанешь пред Всевышним? Предстану перед Создателем, да, и на том суде, который ожидает каждого из нас, как говорится. Ну, вот, по крайней мере, надеюсь, стоять с открытым лицом, не понурив, не опустив, как у нас говорят, далдалум бит эргия. Это что голова болтается у человека, он не может, как говорится, дать толком ответа, понимаешь? Наверное, в этом тоже какое-то предназначение на мне, как говорится, на меня возложено, и я вот по этому предназначению двигаюсь. И хочу сказать, что несмотря на то, что на сегодняшний день я являюсь членом президиума НКО, Координационного совета НКО, вхожу в Дагестанский общественный комитет «Солидарность и свобода», который возглавляет известная личность в Дагестане Деньга Халидов, который собрал вокруг себя активистов, общественников, которые занимаются подобными вещами. Это очень прозорливый, умный, работоспособный человек. Он, как говорится, выдает столько материала, я просто не успеваю даже все оценить. Я поражаюсь его работоспособности. Его очень интересно, как говорится, читать то, что он излагает. Я рад, что я с этим человеком вместе, и я всецело буду его поддерживать, где это возможно. Но при этом я хочу отметить, что для меня на сегодняшний день основной, главной задачей решается доведение до разумного понимания, до разумного завершения ситуации вокруг убийства братьев Гасан Гусейновых. Вот это для меня основная задача. И во имя решения этой задачи я готов пожертвовать всем, чем возможно. Вы знаете, я у Всевышнего прошу, я к нему обращаюсь после молитвы и говорю: я Всевышний, ты всемогущий, ты видел, кто что как сделал. Я знаю, что Всевышний не сегодня, не завтра, обязательно накажет тех, кто причастен этим умышлением и корыстных целях своих расстреляли детей. Если бы твое одно желание любое могло бы сбыться, Муртазали, что бы ты пожелал? Я бы выбрал, чтобы
власть и закон прекращали расстреливать детей, питать людей, унижать людей, подкидывать наркотики, чтобы это не происходило, это чтобы остановилось. Вы же люди, вы же, неужели вы не верите в Бога, Аллаха, Всевышнего? Кто верит, такие вещи не делает и не поступает так. Ради своих корыстных целей расстреливать детей. Вы не люди, вы дьяволы, вы в войне дьяволы. Если бы эти убийцы, все, кто прямым и косвенным образом были задействованы, если бы в день похорона не пришли, бросились бы к твоим ногам люди, которые причинили столько горя тебе, твоей супруге, ты бы проклял их или простил? Вы знаете, на третий день приезжал к нам Шевченко. И с кладбища, когда мы пришли сюда, Годикан, я там сказал, первый интервью, я сказал, если сегодня кто причастен хоть словом, хоть делом убийству моих сыновей, пришел бы ко мне сегодня, я этих людей ради Аллаха простил бы. Но я знаю одно, я иду за справедливость. Это мне дает силы бороться за справедливость. И я буду до конца своих, до последнего дыхания, я буду бороться за справедливость. И я, может, еще повторяюсь, я не хочу, чтобы другие сыновья погибали, чтобы другие детей не расстреливали, чтобы других матерей, родителей не мучали вот таким клеймом, что ваши сыновья боевики террористы. Я буду бороться до конца, до последнего дыхания. За справедливость.